Дорогие друзья, сегодня, как вы догадались, мы будем говорить о сумках. У каждой девушки сумок очень много, и их не бывает никогда, кстати, много. Их всегда недостаточно. Вот такая сумочка, ну, в ретро-стиле, ну, скажем так, с национальным компонентом. А вот сумочка в ретро-стиле, которая подойдет, ну, абсолютно любой даме любого возраста. Вот такие сумочки создаются в компании, в семейной компании, которую основала Айталина Александровна Акимова со своими дочерьми Натальей и Ириной. Сегодня мы в гостях у этой компании, и сегодня нам Ирина покажет одну из новых моделей своих изделий. Ирина, здравствуйте. Здравствуйте. Какую сумку на этот раз вы решили пошить и предложить своим покупательницам? Вот такую модель мы решили сделать. Это новая конструкция получается. Но она такая современная, более современная, комбинированная из из кожи под крокодил и из гладкой кожи. Очень красивое сочетание. Вот такую конструкцию. Вначале мы делаем лекало. Лекало получается мы делаем на бумаге, берем размер. Мы взяли стандартный размер под А4. И вот размер у нее, ну, получается ширина 21 и вот 34. И получается как бы под самый вот универсальная да, сумочка. То есть сюда войдут документы формата А4, да, примерно вот. Сюда вставляем ножки, и вот тут должны быть ручки. Да? Но ручки, они будут тоже такие стандартные, или ну короткие, или подлиннее, чтобы можно было. Ну это уже по индивидуальному заказу клиента. Мы сами подбираем длину. Если хочет клиент, если носит на плечи, можно удлинить на размер, длину делаем мы 71. А если меньше держит на руках, то меньше, соответственно. Ну давайте будем изготавливать лекало. Каких размеров будет сумка, еще раз напомню? Она стандартная под А4. Она трапециевидная получается. И сейчас сделаю. Так. Тут у нас 24 сантиметра, а нижняя вот 34 получается. То есть сумка, вот как вы заметили, она состоит из нескольких деталей, да? Да. Из двух, как бы, два вида кожи. И сколько деталей на каждой стороне? Или это все как бы одно? Получается, это цельная вот деталь. Цельная. И сбоку получается две детали. То есть три детали получается, 3 детали, да? 3 детали, но потом еще дно, да? И дно. Донышко, да, и донышко. это как бы еще одна деталь отдельно. А когда создалась компания ваша семейная? Мы работали в начале в бизнес-инкубаторе. И они нам очень помогли с помещением вначале, а потом уже вот переехали сюда. Ну, то есть это реально работает, да? То есть помощь государства, когда вот да. можно обратиться со своей идеей в государственные структуры, и вам помогут с бизнес-инкубатором, да? Здорово. То есть, как мы поняли, да, что это у нас вот как раз создается одна деталь. Да, единая, цельная. По размерам, да? По размерам, да. То есть размеры какие? Размеры, сейчас скажу, 24 на... Вот, верхняя получается тут 24 сантиметра, а нижняя сторона 34. Вот тут. И как бы тут тоже вот, боковина. Боковина точно такая же будет, да? И получается, сейчас сделаю боковину вот
две. Да, две боковины. Они будут одинакового размера, да? Одинаково. То есть, если вот центральная часть у нас трапециевидной формы, да, получилась, то боковушечки у нас, получается, одинаковые. Четырехугольнички, да? Да. То есть ширина четырехугольника этого может быть чуть-чуть поуже, чуть-чуть пошире, да? Да. То есть в зависимости от того, что собирается носить в этой сумке клиентка, да? Да. Вот как клиент закажет, по индивидуальному заказу, получается, подбираем размер, и можно уменьшить, можно добавить Да, размер. то есть размер может быть побольше. А вообще сейчас в моде какие сумки? Объемные или всякие разные? Всякие разные. Сейчас маленькие сумочки начали таскать больше. Ну, такие маленькие. Носить, да? Носить, ага. Микросумочки. Вот у вас Микросумочки. таких сумочек пока У нет, нас да? пока Ну вот нет. единственное то, что мы показали, маленький И редикюльчик. редикюльчики еще. Да. То есть ретро-стиль, он как бы, в общем-то, такой еще актуальный или, может быть, только сегодня актуальный. Но я совершенно отставшая от жизни в моде. Но мне кажется, любая сумка любого какого-то фасона, она будет всегда актуальной, да? В зависимости от того, какая это девушка, да, женщина, каковы у нее предпочтения. Я вот сделала боковину. Вот по вашим лекалам, кстати, можно ли изготовить сумку из меха или из, я не знаю, там из какой-то ткани, например, более такой вариант, ну, допустим, может быть, наши телезрительницы захотят сами изготовить для себя сумку, но не из кожи, а вот из каких-то более доступных материалов. Клиентки иногда сами приносят свои материалы. И вы изготавливаете? Мы изготавливаем. Здорово. А вы вообще в сети присутствуете? Да, мы присутствуем в социальной сети уже более 5 лет. То есть у вас уже наверняка очень много, ну, армия, скажем так, почитательниц. Есть да? свои клиентки постоянные, которые заказывают, уже не год заказывают. Не одна сумочка у вас одна пошита, сумочка, да, для этих девушек? Здорово. То есть вы измеряете высоту одновременно, да? Чтобы высота совпадала с будущей нашей сумкой. Вот, получается, ну, она у меня поуже получилась сейчас на данный момент. Но я примерно вам покажу. А кожа может какая быть? Ну, любая или вот определенная только вот какая-то? Ну, смотря от сложности фасона, мы подбираем и кожу. Разной толщины может быть. Например, для вот таких сумочек с формой мы подбираем более плотную кожу, чтобы она не потеряла, во-первых, форму. А вот таких округленной формы можно подобрать более мягкую. Более тонкую, видимо, тонкую кожу, да? и мягкую. Но в то же время мы можем уплотнить и придать тоже форму. Хорошо. Так, ну вот, мы приготовили наши лекала для этой сумки. В принципе, это не так сложно, да, как оказалось. То есть главное определиться с размером. И сумка у нас состоит, как мы выяснили, из скольких частей? Из 3 частей. Из 3, да? Из 4 получается. Да, дно если тоже. дно это тоже мы посчитать. считаем, да. Из 4 частей. Вот такая. Вот и все, да, получается. А остальные детали, вот давайте поговорим про качество кожи вообще, где вы заказываете кожу. И вот здесь внутри она уже, ну это полузаготовка получается, как бы, да? Здесь внутри покажем, как она у нас выглядит. И все это прошивается, отшивается на специальных каких-то машинах, да? Да, у нас специальные профессиональные машинки для кожи, для тяжелых и средних материалов. И вот еще кожу, про кожу, если сказать, то мы заказываем из России, из Москвы, из Питера. Там, ну, в основном там поставщики оттуда у вас, да? А что там за кожа? Ну, вот это вот, допустим, кожа. Кожа разная бывает. И коровья, в основном коровья кожа.
Ну, еще свиная кожа, вот Свиная оленья, кожа, свиную кожу мы используем как подкладочную. да? Ага. Под ремешок, например. Вот Так. Мгм. такая вот свиная кожа. Ну, а она, допустим, она более мягкая, да, или Она как? более мягкая. Более мягкая, но в то же время она вот, ну как износ у нее какой, насколько Износ, долгий? износ хороший, износостойкий. Мгм. Ну, то есть, допустим, этот ремешок может сколько прослужить? Год, два? Ну, смотря тоже вот как, Как эксплуатировать. да, как эксплуатируется. У нас же зима, Так, 50, минус 50 градусов, так. и все равно кожа должна, мы должны за ней ухаживать. Мгм. Ага. Давайте расскажите про этот момент. А, Протирать воском почаще, тогда она будет Служить подольше. подольше служить. Ага. Абсолютно все нужно протирать воском, да? Да. А И воск где ручки. можно приобрести? В Воск любом магазине или мы, заказать? мы сами заказываем, но они практически во всех магазинах продаются. У Это нас воск для кожи, прям для так кожи. называется, да? Ага. А Он в обувных, бесцветный да. бывает или там? Лучше брать бесцветный. Мгм. Ну, для сумок бесцветный подходит. То есть он защищает от влаги, да, видимо? От влаги, от Каких-то вот от трещин. Да, от Да. вандализма какого-то, да. Допустим, швырнул сумку, Да. она как-то вот сохранилась, если она напомажена воском, да? Да, да. Мгм. Вот так вот. Оказывается, воск. Вот слушайте, вот сколько у меня сумок, да, я не знала, что, оказывается, сумочку нужно протирать воском. Ну, оказывается, вот как. А вот эти вот ручечки, тоже вы где-то детали заказываете, да? Всю, Ну, вот, всю всю фурнитуру вот эту. мы заказываем тоже полностью. Они у нас привозные. Так. Ага, в Китае берем и в Москве тоже продаются. У нас есть свои поставщики. Ух ты, здорово. Ирина, скажите, вот ваша компания называется Нарын Ис, да? Это с якутского как можно перевести? Ну, как вы уже перевели в начале. Ну да, Ну ну да. давайте напомним. Нарын. Нарын — это утонченное и нежное, можно сказать, шитье. Ис – это шитье. Шитье, да. Вот, то есть, ну, вот как вы сами, наверное. Ага. Скажите, а вы первую свою сумку шили еще в студенчестве, вы это рассказывали, да? Да. И для кого вы ее шили? Первую сумочку не я шила, а сестра. Наталья. Наталья. Ага, мы вместе работаем. И она шила себе сумочку. И понравилось подружкам. И я как... Вы стали ее продюсером. Да, да. Да? И вы решили, а почему бы и не заняться, как бы масштабировать, да, вот производство этих сумок. Да. Ну вот так рождаются какие-то компании. Наверняка вот те компании, которые, ну там, какие-то брендовые, да, которые у всех на устах, если почитать историю, ну мы про это говорить сегодня не будем, они тоже начинались примерно вот с такого вот, ну, формата, да, небольшой какой-то компании, Да, да. семейной компании. Ну что ж, вот такая сумочка почти готова. Осталось вырезать для этой сумки. Кстати, еще же у нас есть кармашек. Вот вы обратили внимание, друзья, да? У нас здесь карман. Карман, конечно, это нужная вещь, да, это для ключей, видимо, да. Вот здесь замочек. Как карман изготавливается? Ну, вначале берем пластину, и вот вырезаем кармашек, вот тут она получается. И вставляем молнию. Берем молнию, бегунок, меняем, вставляем нужный бегунок. И потом подготавливаем подкладочную ткань. И вот вставляем сзади. А какую подкладку вот лучше использовать, посоветуйте? В основном шьем из хлопковой ткани, потому что она, во-первых, более качественнее и держит форму. Вот так вот, да? То есть это не какая-то там такая вот, чтобы гладенькая была, скользкая какая-то? Ну, вискоза, допустим. Иногда клиенты предпочитают вискозную ткань. Вот, смотря от предпочтений. А вот по-вашему, что лучше вот эксплуатировать? Все-таки вискоза, чтобы была как подкладочная ткань, или все-таки хлопок? Хлопок же он такой вот, ну, допустим, ключи ты ищешь, и пока ты их вытащишь, можно ведь и порвать даже, мне кажется. Ну, есть ткани разные, от качества тоже зависит. И
И вискоза то же самое. Есть качественный, есть нижнего качества. Как кроить подкладочную ткань? Краим подкладочную. Ровно по тоже такому под же размеру? лекало, вот под лекало сумочку. Подготовили лекало. То есть не на, а там вот припуски на швы как-то оставляем, да? Нет, Или как? получается, мы вот сделали лекало, и оно уже как бы под размер уже сумочки и под вот, подкладочной ткани. И на припуске швы не надо оставлять. Ровно под размер. Вот. Под размер, да, вставляем. Хорошо. То есть, в принципе, вот, допустим, если кто-то нас смотрит, вот женщины какие-то, да, допустим, если шьют там или как-то, может быть, захотят и вдохновятся вот вашей идеей создать вот сумку для себя. Может справиться вот новичок, допустим, в шитейном деле? Да, конечно, может. Если постараться, можно и вообще оригинальную сумочку сделать. А вот смотрите, чтобы вот сумка держалась, стояла крепко, вот здесь внутри у вас что вот? Ну вот внутри посмотрите, здесь кожа и сверху, она уже почти готова же, да, сумочка у нас? Также мы заказываем картон. Это картон внизу, да? Да. Оказывается, это у всех сумок картон, У всех да? сумок есть картон. Вот. Вставляется на дно. В донышко. И вот эта деталь, которую мы выкроили, кстати, вот этот картон, он также вырезается по той детали, которая вот у нас вот донышко, да? А здесь применяете ли вы клей, допустим, или вот, ну... Клей тоже специальный, она заказанная, у нас привозная. И она... Ну, в общем, клей привозной, да, получается? И что проклеивается вот в этой сумке? Проклеивается полностью дно и вот те части, которые вот мы этот конструируем. Например, то есть то, что мы соединяем, да? А вот эта сумка, она может, вот, допустим, вот так вот согнуться как-то? И так, и так. И так можно, да? Посмотрите, вот уже фасон сумки будет совершенно другим, абсолютно. Вот. С одной стороны вот так вот и вот так, да, если. В общем-то, можно ее эксплуатировать и вот так вот, да, то есть она раскрыта. А будет ли у нас, ну, скажем так, здесь замочек или какая-то вот закрывашечка? Можно сделать на замке, Так. а можно и клапан сделать тут. То есть навесной такой, уже будет смотреться совсем по-другому. По-другому. А вот этот клапан, еще, кстати, вот здесь вот, ну, клапан же будет на чем-то держаться, да, видимо? На кнопке. Кнопочка или, ну, обычно вот, может, магнит, да, какой-то? На магнитной кнопке. На магните обычно тоже бывает кнопочка. И есть еще застежки. А вот про эти заклепки расскажите, как вы их вставляете. Это специально, ну, как бы, это не ручная же работа, да, это как-то на машинке это делается? Это вставляется на специальной вот... Именно которая предназначена для установки вот таких вот заклепочек, да? Да. То есть это заклепки, это касается и джинс, например, там, и другой одежды какой-то. Для одежды, но и в том числе и для сумок. Угу. Ну что ж, а вот изготовление по времени, вот сколько займет пошив вот такого изделия? Вот именно вот такого изделия на это уходит 2-3 дня. А если фасон легкий, то можно справиться за 1 день. Даже? Вот это да. Если постараться. То есть если постараться. Ну, допустим, если из ткани вы решите изготавливать сумку, да, вот такого плана, то есть, в принципе, вот по ткани что вы можете посоветовать? Ткань должна быть, ну, из ситца явно никак не сделаешь такую сумку, да, не изготовишь. Значит, нужна какая-то ткань такая более плотная, да, видимо? Мы берем обычно плотную ткань, там содержащую больше хлопка и синтетики меньше. Чтобы эта ткань была натуральная, да? То есть да. что-то холстина, видимо, может быть, лен какой-то, да? Тяжеленький. Чтобы катышек не было и прослужила долго. А вот для тканевой сумки там тоже важна вот эта и подкладочная часть, да, какая-то? Также делается полностью вот плотную
эта ткань берется снаружи, и внутри тоже получается хлопковая подкладочная. Ткань хлопковая. А вот, допустим, ручки, да, если мы хотим изготовить, можно же их купить готовые, например, в магазине, если это речь идет о тканевой сумке, может Есть быть, готовые, из бамбука или там. да, есть, они уже во всех магазинах продаются. Основы краим основу, делаем, шьем и вставляем только ручки. И всё. Вот у нас такая будет ручка, вот так вот. И она будет длиной примерно как? Вот. Нет, она будет покороче, просто мы покороче. поменьше сделаем. Примерно вот так. Вот Ну, то такая. есть по желанию, да, как По вы сказали, желанию, клиента будущего, будущей девушки. То Можно есть сделать либо- объемную ручку, Мгм. вот такую, Да, а можно потоньше. 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 Вот Вот такая. так вот. И получится вот такая. И можно подлиннее, можно покороче. Да, Да? Можно подлиннее, допустим, чтобы на плече носить эту сумочку, а можно и покороче. Ну что, дорогие друзья, давайте вдохновимся вот этой вот идеей прекрасной сумочки, которую изготавливают девушки в своей маленькой фирме. Это, я напомню, семейное предприятие Нарын Из. Поблагодарим наших девушек, ну и попробуем изготовить сами свою сумочку